Ижевск тоже делает уже неоднократную попытку сделать музей, где можно было бы увидеть и вещи в разрезе, автомобили, понять, как делается электроэнергия, каким образом устроены законы физики и других естественных наук. Здесь вот сидит Сергей Пахомов, который уже много сил положил на то, чтобы сделать площадку Эврика в Русском доме. Музей Калашникова открыл лабораторию научных развлечений. То есть есть люди, есть силы. Да, Ижевск никогда не был обижен конструкторскими мозгами, да, чтобы сделать такой музей первый на Урале, пока его еще не сделали. Музей Рура с выставками современного искусства, шведский промышленный город Молдов с музеем личных историй, напоминающий немножко кладовку, да, с забытыми вещами, поскольку повседневность все чаще становится трендом в историях музеев. Но это Европа, а вот Россия. Для многих из вас слово «винзавод» стало уже культовым. Да? Это Центр современного искусства в Москве, вот фестиваль «Музейный гид», который проходил там, знаменитый «Артплей», район Курского вокзала, да, где сейчас проходят недели дизайна, Провианские склады, это музей Москвы сегодня, бывший Бахметьевский гараж, автобусный парк. Это один из самых интересных в плане технологий сегодня в России музеев, да, наверное, и в мире. Это еврейский музей и центр толерантности. Вот так устроен центр Холокоста, памяти жертв Холокоста в этом музее. Это только по одной картинке, что было представление. Ну и, наконец, Новая Голландия в Петербурге, центр современного искусства, фестивалей, детских праздников, которые позволяют использовать и оживить эту территорию. Ну и, наконец, наши соседи на Урале, этим путем идут только наши соседи в Нижнем Тагиле. Это знаменитый Демидовский завод, вся территория которого сейчас музеифицирована. Вот очень похоже на картинку, да, территории Ижмаша, если смотреть на него сверху. Там эти цеха пока стоят, там нет особой жизни, там есть выставки вот этой старой техники, вынесенные на улицу. В некоторых залах открыты какие-то выставки, экспозиции. И я хочу сказать, что Нижний Тагил пока очень жалуется на то, что этот музей-заповедник Демидовский завод не развивается, но у них через 2 года большой юбилей. И там готовится огромная программа, потому чтобы этот завод стал огромной территорией, действующей на благо развития города. И готовятся большие средства. И это к вопросу о том, что Ижевск много чего придумывает, но зачастую опаздывает с реализацией. Поэтому надо понимать, что мы не одни думаем о развитии среды своего города. Совершенно другой тип города, но подходы очень похожие. Вот с минимальными вложениями в Коломне, старый купеческий город, стал сегодня центром туризма всего мира, международного туризма, только за счет того, что там сначала открылся музей коломенской пастилы. Уже, наверное, редко кто не слышал как про город Мышкин, так и про этот музей, где вам показывают процесс производства, угощают этой пастилой, потом там реконструировали фабрику по производству пастилы, уже механическую. Сегодня огромные мощности, это музей, встроенный в бизнес-структуру, и там огромные мощности этой пастилы сейчас отправляются и по всей России. Более того, в год Великобритании в России коломенская пастила стала сладостью этого года, подается на всех приемах королевских, на всех мероприятиях, которые проводятся в этом году. Ну, это ли не мечта музейщика, да? Да. Кроме того, вот все подобные музеи, которые влияют на среду, становятся центрами культурной активности, фестивали, журналы. Вот это фестиваль «Антоновские яблоки», которые проводятся в Коломне, те самые яблоки, из которых пастилу делают. И всегда с гордостью на презентациях показываю наших ижевских художников, ижевская творческая дача на фестивале в Коломне. То есть, опять-таки, блистаем везде, кроме самого Ижевска. Да? Своих площадок у нас таких для фестивалей, к сожалению, бывает не так много. Итак, вот та промзона, о которой мы говорим, сегодня